Усман ибн Аффан, да будет довольным Аллах, третий праведный халиф. Он был очень богатым человеком, занимался масштабной торговлей, а значительную часть своего дохода использовал в благотворительности ради Всевышнего Аллаха. Послушайте, братья и сестры, я хочу вам поведать одну очень прекрасную историю. Одно из известных деяний Усмана ибн Аффана, да будет довольным Аллах, была покупка колодца Би'ир-Рума. Хозяином этого колодца был еврей. В городе все знали, что в колодце была самая пресная вода. После совершения хиджры пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, мусульмане города стали пользоваться водой из этого мединского колодца. Владелец колодца, понимая его ценность, стал продавать эту воду мусульманам. Узнав об этом, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, однажды спросил у сподвижников, кто купит этот колодец, чтобы им стали пользоваться мусульмане бесплатно. Усман ибн Аффан, да будет довольным Аллах, обратился к хозяину колодца с просьбой продать его. Однако владелец отказался продавать колодец полностью и предложил купить только половину, поскольку он знал, что Усман мудрый торговец и не имеющий ценности объекты покупать не будет. По условиям договора купли-продажи, один день водой пользовался еврей, а другой день колодец использовал Усман. Итак, Усман ибн Аффан, да будет довольным Аллах, купил половину колодца за 12 тысяч дирхамов. Со временем все мусульмане Медины стали ходить к колодцу за водой только в день Усмана, поскольку Усман не брал за воду деньги, как это делал еврей. В результате последний потерял клиентов и доход от продажи воды. Владелец колодца решил продать вторую половину Усману, но уже за другую, более низкую стоимость, за 8000 дирхамов. После того, как Усман стал единственным владельцем колодца, он решил его расширить и углубить, а затем отдать в вакф для города Медины. Для этого он купил землю вокруг него. Вакф в мусульманских странах – это имущество, не облагаемое налогом, не отчуждаемое, предоставленное в виде дара или по завещанию религиозным или благотворительным учреждениям. Все правители халифата после смерти Усмана ибн Аффана, да будет довольным Аллах, уделяли большое внимание этому участку. Во времена Османской империи на территории вокруг колодца Усмана один из правителей посадил 1500 финиковых пальм. Доходы от продажи фиников из этого сада стали также вакфом Усмана и расходовались на содержание мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине. Вот такая великая история садака джари Усмана ибн Аффана, да будет довольным Аллах, сделанная более 1400 лет назад и до сих пор приносящая ему вознаграждение. Аллаху Акбар! Как же это прекрасно! Непрерывная милостиня! Братья и сестры, по милости Аллаха, благотворительный фонд Даймуак в Бангладеш выкопал колодец и назвал его в честь Усмана ибн Аффана, да будет довольным Аллах. Какой же прекрасный пример показал нам всем Усман ибн Аффан, да будет довольным Аллах, своими пожертвованиями на пути Аллаха. И как же прекрасное вознаграждение от величайшего Всевышнего Аллаха, которое Он одаривает за благие дела своих праведных рабов. Мир вам и милость Аллаха, братья и сестры. Проект благотворительного фонда Даймуак, сбор на копку колодцев имени 10 сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, обрадованных благой вестью о рае при жизни, продолжается. Всем, кто хочет принять участие в этом благом деле, вы видите реквизиты на своих экранах. Да воздаст вам всем Аллах благом.